Всем привет! Давайте мы сейчас рассмотрим, как сделать простейшую запись в хакасской Википедии, которую вы сейчас видите у себя на экране. Вот что тут есть в наличии. Здесь мы видим содержание и дальше название раздела, второе название раздела, ну и содержание этих разделов. Мы сейчас научимся это делать. Для того, чтобы понять, как это делается, мы взглянем на редакторскую правку и смотрите, как все это на самом деле выглядит. Общий текст редакции, он вот такой. Давайте рассмотрим теперь по частям. Если мы взглянем на название идеологии хакасской Википедии и нажмем на вот эту вот правку «Править», то мы видим название идеологии хакасской Википедии. Она выделена двумя вот такими трехлинейными контурами с обеих сторон. Тут две линии и сам текст. И мы видим в данном случае отражение того, что находится в Викитексте. И таким образом наполняется полностью вся страничка. Тут, в общем-то, ничего сложного нет. И если мы сейчас посмотрим на «Править», заметим, что идеология хакасской Википедии, вот она выделена. Кратко о движке, то же самое. Вот две такие черточки, да, трехполосные черточки. И дальше регистрация Википедии, то же самое, да, мы видим. Видите, вот регистрация. Дальше идет уроки хакасской Википедии, ну и примечания. Давайте мы сейчас посмотрим, как можно пронумеровать определенные строки. Рассмотрим форс-мажор. Идем в раздел «Править». Мы видим, форс-мажор выделен. Это заглавие подраздела. И дальше. Смотрите, тут стоит вот такой вот значок. В музыке это называется диез, значок номера. Каждый, кто активно работает, и если мы посмотрим на предосмотр, то, видите, перед словом «каждый» стоит номер. Здесь не надо ставить 1, 2, 3, 4. Просто ставите вот этот вот знак номера и все. И теперь, если вы хотите выделить следующий абзац, точно так же ставите просто вот этот вот знак. И все. И тогда выделяется второй номер. Вот таким образом нумеруется строка. В общем-то, тут ничего сложного нет. Ну и вот давайте еще раз мы посмотрим, как выглядит статья. Изначально содержание каким-то особым образом здесь не прописывается, оно по умолчанию выделяется. Дальше надо будет оформить лишь вот эти вот заглавия. Заглавие нужно оформить вот таким образом Теперь давайте посмотрим, как это делается. Ну, допустим, мы сейчас выделим заглавие идеология хакасской Википедии. Чтобы прописать заголовки, нам нужно пройти в спецсимволы. Вот сюда жмем. И выделяем подраздел заголовки. Текст заголовка. Вот. И тут просто можем и скопировать отсюда и вставить сюда. Наш заголовок мы размещаем уже по этому тексту. Если вы хотите сделать еще подзаголовки, можно также скопировать, вставить и, допустим, здесь. Ну, давайте мы оставим текст заголовка и посмотрим предосмотр. Вот видите, да, идеология хакасской Википедии. Мы теперь уже выделили, идет текст заголовка. Если мы захотим еще мельче выделить, то тут есть еще заголовки 5-го уровня. Также копируем и вставляем вниз. Давайте посмотрим предосмотр. Вот таким образом выстраивается идея заголовка текста. Я думаю, вы поняли, как оформляется простейший текст с названием каждого подраздела. Их тут несколько. И также на этом уроке вы узнали, как можно проставить нумерацию строк.
Давайте еще раз закрепим тему нумерации. Обращаем внимание на то, что это можно сделать прямо с менюшки. Вот у нас есть текст снизу. Нам необходимо будет пронумеровать вот эти вот два абзаца. Идем в виде текст, выделяем два абзаца и прямо в менюшке жмем на нумерованный список. Видите, появились вот эти вот знаки нумерации. И если мы взглянем сейчас через предосмотр, мы увидим, что тут у нас появились как раз номера. Под вторым номером у нас нет никакой строки, и это тут также видно. Спасибо за внимание. С вами был SIP-Day-Tom. Подписывайтесь на канал, ну и работайте в Хакасской Википедии. До следующих видео.